Германия депортировала сына одного из лидеров партии исламского возрождения Таджикистана. Супруга госслужащего из Пенджикента раскрыла подробности самоубийства мужа. В Украине назвали 3 версии падения вертолета под Киевом. Лавров заявил о давлении Запада на страны Центральной Азии. Власти Германии 18 января 2023 года депортировали из страны Абдулло Шамсидина, сына одного из лидеров и основателя оппозиционной партии исламского возрождения Шамсидина Саида, который последние годы жил в Германии. Абдулло Шамсидин с 12 декабря находился в одном из спецприемников около Дюссельдорфа. Шамсидин Саид, отец Абдулло Шамсидина, подтвердил информацию о депортации его сына и сообщил, что информацию о депортации узнали с опозданием только утром 18 января, когда Абдулло забрали из спецприемника и увезли в аэропорт Дюссельдорфа, где посадили на борт авиакомпании «Турецкие авиалинии», летящей в Стамбул. А вечером 18 января из Стамбула в Душанбе летит борт турецких авиалиний, и он очень встревожен тем, что Абдулло могут экстрадировать в Таджикистан. Ранее сообщалось, что Абдулло Шамсидину, сыну одного из лидеров и основателей ПИФТ, грозит депортацией из Германии в Таджикистан. Ранним утром 12 декабря власти Германии забрали Абдулло Шамсидина из его дома в Дортмунде и отвезли за 600 километров в аэропорт города Мюнхена, откуда вечером 12 декабря был рейс в Душанбе таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Но каким-то по неясным причинам в тот вечер Абдулло Шамсидин не был депортирован. Правоохранительные органы Таджикистана пока не комментировали сообщения о возможной депортации сына лидера таджикской оппозиции из Германии. Абдулло Шамсидин проживал в Дортмунде вместе с супругой и 2 детьми и работал в компании по установке электронных дверей. Шамсидин Саид утверждает, что в отличие от него самого, его сын Абдулло не занимался политической и оппозиционной деятельностью. Представители таджикской оппозиции в Европе опасаются, что в случае депортации в Таджикистан Абдулло Шамсидину из-за оппозиционной деятельности его отца могут грозить пытки и длительный срок заключения. Сотрудник управления социальной защиты и пенсии города Пенджикента Саджон Бахромов был найден повешенным в своей квартире 11 января. По словам его родственников, он покончил жизнь самоубийством после клеветы и неоднократных приглашений в городское управление по борьбе с коррупцией. Умида Азимова, супруга Саджона Бахромова, сегодня, 18 января, в интервью информагентству «Азия Плюс» сказала, что ее мужа оклеветали и оказали на него психическое давление. Утром 11 января он рано встал, разжег огонь в печи, затем побрился и собирался на работу. Не знаю, что произошло между 7 и 7:30 утра. В 7:30 утра мы нашли его повешенным, он был уже мертв, рассказала Умида Азизова. Похоронили Саджона Бахромова в тот же день. По словам супруги, в доме кроме нее и маленькой дочери никого не было. «Я попыталась поднять тело Асада, но у меня не хватило сил, и я потеряла сознание», — сказала она. Умида Азимова сообщила, что в последнее время Бахромова часто приглашали на беседу в управление по борьбе с коррупцией города Пенджикента, и по его состоянию было видно, что на него оказывалось психологическое давление. В день смерти милиция города быстро приехала. Когда подняли тело, племянник мужа нашел в его кармане письмо. Возможно, в том письме муж написал причину своей смерти. Милиционеры передали письмо в городскую прокуратуру. Мы не видели, что в нем было написано, сказала женщина. В прокуратуре города Пенджикент подтвердили факт происшествия, но подробности не предоставили, только сообщили, что сейчас ведется следствие. В мэрии Пенджикента также подтвердили этот факт и подчеркнули, что погибший более 30 лет работал на разных уровнях мэрии города и был одним из опытных сотрудников. Между тем, осведомленный источник на условиях анонимности сообщил, что на основании показаний одного из его коллег антикоррупционное ведомство города подозревало Саджона Бахромова в получении взятки. По словам же его жены, Бахромов был честным человеком и за свою карьеру никогда не брал взяток.
Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту крушения вертолета в Броварах Киевской области. Ведомство рассматривает 3 версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, а также умышленные действия по уничтожению транспортного средства. В ведомстве заявили о гибели 16 человек, в том числе 3 детей. Госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей. Издание «Украинские новости» сообщало, что предварительной версией ЧП назвали ошибку пилота. По данным издания, в районе падения был туман, и вертолет задел крышу детского сада, рядом с которым и упал. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о 18 погибших, в их числе глава МВД Украины Денис Монастырский. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что на расследование может уйти несколько недель. Установить обстоятельства крушения вертолета с руководством СБУ поручил президент Украины Владимир Зеленский. Сам президент Украины Владимир Зеленский считает крушение вертолета рядом с детским садом в Броварах Киевской области ужасной трагедией. Об этом он написал в Телеграм. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что причины крушения установит Служба безопасности Украины, Нацполиция и другие правоохранительные органы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Денис, Евгений, Юрий, команда МВД, настоящие патриоты Украины. Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро, написал президент Украины. Запад оказывает давление на страны Центральной Азии и требует от них присоединиться к санкциям против Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции. Его слова передает Лента.ру. По словам министра, Европейский Союз, США и Япония требуют от стран Центральной Азии отказа от взаимодействия с Москвой, так как, по их мнению, Россия проиграет в войне с Западом и предлагает заранее занять позицию выигравшей стороны. Помимо таких словесных воздействий оказывается серьезное давление с угрозами. Вы потеряете наши рынки и те инвестиции, что мы собирались в ваши страны делать. Не смейте помогать России обходить санкции, рассказал дипломат. Лавров отметил, что правительства стран Центральной Азии вынуждены учитывать такие угрозы. Мы не настаиваем, чтобы все экономические операторы в каждом из наших дружественных государств выходили утром на трибуны и говорили: мы против антироссийских санкций. Нам достаточно того, что никто из них не присоединился к санкциям, подчеркнул глава МИД. Министр обратил внимание, что российская сторона совместно с дружественными партнерами успешно прорабатывает и находит новые механизмы и новые инструменты сотрудничества, которые не будут зависеть от капризов и прихотей западных коллег.